Ребята, всем привет! Это видео никакое не обучающее, просто видео такое. Недавно вы в комментариях задавали вопросы, только 2 человека написало. Ну, вообще классно, что вы пишете, спрашиваете какие-то вопросы. Я вот сейчас постараюсь ответить на них. Те, кто не знает, в прошлом видео я говорил, что нужны ваши советы, вообще, как я могу это развивать. И мне написали 2 человека, так, Азамат и Яна. Яна, привет. Очень подробно написали. Я сейчас постараюсь ответить на этот вопрос. Сначала Азамат написал, как делать фото, ролики и локации для фото девушек с фоном. Время. Вообще, когда фотографируете, надо многие советуют фотографировать утром или днем. Утром, прям когда солнце поднимается, это называется золотой час. Когда солнце поднимается, что-то, какой-то свет есть, вот это пытаются поймать. И когда закат, где-то перед заходом солнца, где-то час-полтора, вот этот момент называется золотым часом. Надо постараться фотографировать в это время, если хотите что-то такое эффектное, да, но на самом деле фотография, она разная, у фотографии есть разные жанры. Сначала задайте себе вопрос, учитывая все ваши, что у вас есть, какая камера у вас есть, да, то есть, что вам нравится фотографировать. Когда вы зададите этот вопрос, я думаю, вы уже разберетесь со всем остальным, с фоном и другими вещами. А что касается роликов, я могу посоветовать смотреть видеоролики в YouTube. Я сейчас пока не знаю, какой канал я буду развивать, да, в каком направлении двигаться, но у меня тоже есть много всего, чем я могу поделиться, так что продолжайте смотреть. Так, Яна написала, возможно, историю каких-то фотографий, может, были какие-то смешные истории, или же было очень тяжело при создании какой-то фотографии. Как же было бы интересно больше узнать о тебе, о твоем стремлении фотографировать, как и когда оно появилось. Что сподвигло идти в этом направлении? Возможно, ты занимаешься чем-то еще. Какие-то хобби, мечты, цели. Так, сначала, наверное, отвечу на первый вопрос. Классный вопрос. Что касается истории фотографии, я здесь сейчас появится фотография. У этой фотографии очень интересная история. Это я фотографировал, когда только-только начинал. И клиент еще не получил эту фотографию, да? Это было в 2017 году. Очень много времени прошло с тех пор, но я еще не отдал фотографии. То есть у меня такая плохая привычка, я не отдаю. Как-то так. Так, вы здесь спросили, у меня очень много проектов. Вообще фотография – это моя коммерческая деятельность, да, я профессионально этим занимаюсь. Но помимо этого я еще занимаюсь какими-то сторонними проектами. Ссылки я оставлю в комментариях. Можете посмотреть. И то, и другое на кыргызском. Рассчитано на развитие, вообще на просвещение, да? Такая, я думаю, вы понимаете. Где-то люди пишут, а где-то мы озвучиваем фильмы. То есть это больше для удовольствия. Так что, если вам тоже интересно, мы не смотрим на этносы, на все эти всякие атрибуты. Если вы кайфуете от этого, то welcome. И еще по поводу, что у меня в душе. На самом деле не хотелось бы здесь говорить про душевные вещи. Наверное, это с каждым человеком случаются такие моменты, когда ты испытываешь что-то неладное, да. На самом деле все хорошо. Не переживайте. Будем жить, будем стараться стремиться к вершинам, да, так сказать. И у меня все хорошо, но спасибо большое, что написали, это очень приятно. Я впервые ощущаю связь с аудиторией, с вами, и раньше было так, да, то есть я беру какое-то видео, да, делаю, и выбросил в сеть, и все.
на этом все закончилось, да? А на самом деле, вот так мы общаемся, и я думаю, это очень классно. То есть мы друг другу помогаем, развиваем друг друга, и я думаю, это очень классно. Так что задавайте побольше вопросов в комментариях, я постараюсь ответить на все вопросы. И мне кажется, я еще не ответил, да, до конца. Как у меня все начиналось, я думаю, мне нравилось созерцать. Это очень грубо звучит на самом деле. Но у меня есть интервью на канале НТС. Я думаю, там тоже можете посмотреть, там вот задавали этот вопрос. Если честно, я мало кому показываю это видео, но это видео является чем-то очень важным для меня, потому что я там дал полезные советы, я думаю, тем людям, которые вот только-только начинают интересоваться фотографией. Вот. Там можно будет посмотреть. Ссылку тоже оставлю. По поводу мечты и цели я пока не могу говорить. На самом деле я открытый человек. Я всем рассказываю все как есть. Но это, не знаю, как-то опустошает, что ли. Поэтому я не стал говорить уже. Потому что когда что-то делаешь, это как бы дополнительная мотивация, чтобы закончить это дело, да. Вот тогда кому-то все рассказываешь, не знаю. Лично у меня внутри как-то вот какое-то опустошение, да, происходит, поэтому, я думаю, с развитием канала еще будем наблюдать за всеми успехами, за всем, что я делаю, вот, и спасибо, что интересуетесь, я очень благодарен всем, кто пишет комментарии, кто поддерживает этот канал, и мне кажется, это круто, надо так и жить. Кстати, ребята, у меня завтра день рождения, мне исполняется 24 года, и не знаю, мне почему-то кажется, что я еще не повзрослел, еще маленький, да? Я не особо как бы отмечаю, но все-таки какая-то интересная дата, люди поздравляют. В общем, очень приятно, вот. Я пошел праздновать свой день рождения. Всем пока!